день всем. С небольшим опозданием просим прощения, потому что были неполадки. Уважаемые родители, сегодня у нас проходит консультационный час по достаточно такому интересному направлению, по тематике. Это ПМПК в вопросах и ответах. Сегодня с нами будет Цветкова Анна Валентиновна. Она ответит на уже поступившие вопросы. Она является заведующим отделом по работе с детьми с УВЗ, является заместителем руководителя ТП МПК МУДО ЦППМ и СП города Сыктывкара. Если у вас будут по пути возникать какие-то вопросы, обязательно их пишите. Мы с Анной Валентиновной постараемся ответить на эти вопросы уже на сайте непосредственно консультационного центра в разделе «Школа успешных родителей». Поэтому, если возникают вопросы, обязательно пишите. Свой ответ вы увидите у нас на сайте. Если будут личного характера вопросы, вы можете записаться лично к Анне Валентиновне на консультацию. Телефончик будет в конце презентации, а также можно будет записаться через консультационный центр. Поэтому смотрите, слушайте. А сейчас начнем с вопросов, которые уже поступили. Можно я, Наталья? И для начала немножечко Анна Валентиновна расскажет вообще, что такое ПМПК и для чего вообще они существуют. Здравствуйте, уважаемые родители. Просто немножко вкратце, да, что у нас, согласно положению о психолого-медико-педагогической комиссии, цель деятельности ПМПК является обследование детей, да, нуждающихся в особых специальных условиях образования. Основными направлениями деятельности ПМПК являются, вот она как раз цель деятельности ПМПК, давайте дальше, является проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом или психическом развитии или отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолога медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссий рекомендаций. Также в направлении деятельности ПМПК входит оказание консультативной помощи родителям, законным представителям детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций и других организаций по вопросам воспитания, обучения, коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья или девиантным общественно опасным поведением. Оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья или девиантным общественно опасным поведением, проживающих на территории деятельности комиссии, участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом или психическом развитии или отклонений в поведении детей. Кроме того, у нас вообще в стране работают территориальные комиссии и центральные комиссии. У центральной комиссии у нас более расширенные направления деятельности, помимо всех тех, что я перечислила. Центральная комиссия еще и осуществляет координацию и организационно-методическое обеспечение деятельности территориальных комиссий и проводит обследование детей по направлению территориальной комиссии, а также в случае обжалования родителями, законными представителями детей, заключения территориальных комиссий. В компетенцию комиссии психолого-медико-педагогической не входит определение организации, в которой ребенок должен обучаться или заниматься. Этот вопрос всегда возникает у родителей. И вот, опережая вопросы, да, хотелось бы сказать о том, что комиссия пишет только, если словами простыми, образовательный маршрут, да, прописывает ребенку, а уже организацию выбирают только родители. Да, мы можем только рекомендовать. Устно, возможно, мы можем рекомендовать, да, Наталья Александровна, но это не входит в компетенцию ПМПК, это родители должны четко понимать и знать, что выбор образовательной организации только за родителями. Также заключение комиссии является основанием для создания органами исполнительной власти, муниципальными органами, образовательными организациями условий для получения ребенком образования, которые определены в нем. То есть если вы принесли заключение
ну, например, в школу, детский сад, и его у вас приняли, то все условия, которые прописаны в этом заключении, должны создаваться обязательно образовательной организацией. Без каких-либо вопросов у нас нет или еще что-то там. Ну, тоже, опять же, опережая вопросы родителей, вы, наверное, тоже можете и на сайте посмотреть любой комиссии. Там всегда есть перечень документов, которые нужны для того, чтобы попасть на комиссию, да, для обследования ребенка. Просто вот сейчас на слайде вы видите этот перечень, что обязательно нужен документ, который удостоверяет личность родителя, документы, которые подтверждают полномочия по представлению интересов ребенка. Очень часто бабушки приходят, да, с документами такими. Заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии. Обязательно родитель, законный представитель пишет такое заявление. Без этого заявления ребенка не имеет права обследовать на комиссии. Копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка. Ну, обязательно, конечно, нужен оригинал, да, для предъявления, да. Направление образовательной организации, либо организации, которая осуществляет социальное обслуживание, либо медицинской организации, да, какой-то другой организации, но оно не обязательно, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что на комиссию родители могут обратиться самостоятельно. Заключение, если они есть, психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации или специалиста любого, который занимался с ребенком, осуществлял психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации, да, опять же, при наличии. Да. Заключение комиссий о результатах ранее проведенного обследования ребенка при наличии, да, тоже не обязательно, но если они таковые есть, то хорошо бы, чтобы вы их принесли для того, чтобы было понятно там, потому что очень часто мы обращаем внимание, как специалисты комиссии, на то, что было там написано раньше, да, где ребенок до этого обучался и так далее. Подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства, либо регистрации. Это берется выписка из медицинской организации. Все, наверное, родители уже тоже знают, существуют специальные бланки. У нас в городе Сыктывкаре эти бланки уже находятся в медицинских организациях нашего города, в любой детской поликлинике. Вы можете спокойно туда прийти к своему врачу, педиатру, и этот бланк у нее уже есть. Письменную характеристику ребенка, которая выдается образовательной организации, если ребенок обучается, да, либо в детском саду, либо в школе, то характеристика нужна. Если ребенок еще не организованный по каким-то причинам, характеристику взять вы не можете, то, опять же, ее у вас и не будет. И письменные работы по русскому родному языку математики, если ребенок обучается в школе, либо результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. Это может быть что угодно. Это может быть аппликация, рисунок, вышивка, лепка и так далее. Все, что вы пожелаете. При необходимости комиссия имеет право запрашивать у соответствующих органов и организаций или у самих родителей дополнительную информацию о ребенке. Вот это все документы, которые нужны для того, чтобы записаться на комиссию. Что же указывается в заключении комиссии? Обязательно указываются обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом или психическом развитии или отклонений в поведении, наличии либо отсутствии необходимости создания условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений, развития социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. И также в заключении будет указываться рекомендация по определению формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, формы методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования. Также заключение содержит рекомендации по образовательной программе, подходящей для ребенка. Это может быть адаптированная программа, да, или основная образовательная программа дошкольного, начального, основного, среднего, общего или профессионального образования. Программа рекомендуется на уровень образования. То есть для понимания, если вы пришли на комиссию, ребенок обучается у вас в 1 классе, и программа будет дана на уровень начального образования, то есть по 4 класс включительно.
Также в заключении по МПК перечисляются специальные образовательные условия. Они включают специальные методы обучения, специальные учебники, учебные пособия, специальные технические средства, тьюторское сопровождение, ассистент и его услуги, рекомендации по особой организации пространства. В зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей ребенка указывается направление коррекционной и профилактической работы специалистов в сопровождении. Психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога обязательно прописывается, с кем ребенку надо заниматься, и сейчас уже даже прописывается, над чем работать. Да? Еще раз напоминаем, что заключение комиссии для родителей носит рекомендательный характер. Вы вправе его нигде не показывать, ни в какие образовательные организации не относить. Для вас это только рекомендации. А вот если вы уже представили это заключение в образовательную организацию, то для образовательной организации наше заключение носит обязательный характер. Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы организации в течение календарного года с даты его подписания. Ну, например, сегодня какое у нас число? 26 августа вы получили заключение по МПК. И вот до 26 августа 2021 года данное заключение годно для предъявления в образовательную организацию. Вы можете его держать у себя, да, где-то там, и затем вдруг вы решили 25 августа в образовательную организацию вы принести. У вас обязана образовательная организация его принять. Не забываем, что родители имеют право в случае несогласия с заключением территориальной комиссии обжаловать его в центральную комиссию. Ну и самый важный, по-моему, вопрос от всех родителей обычно возникает, это как подготовить ребенка к прохождению по МПК. Достаточно волнительно это, и больше даже иногда не для детей, а для родителей. Да? Мы сами с вами, как родители, испытываем стресс, нашего ребенка будут смотреть, что-то спрашивать, а вдруг он не справится и так далее. Мы все переживаем. Поэтому вот просто такие как бы советы вот от меня, как от специалиста. Значит, обязательно в день комиссии ребенок должен быть здоров. Да? Если он заболел, лучше комиссию перенести. Создаем у ребенка позитивный настрой на обследование, общение с педагогами, с врачами. Да? Обязательно говорим, что там добрые тети, дяди, все будет хорошо, не надо его настраивать, что так, ты веди себя хорошо и так далее. Да? Перед прохождением обследования и во время него сами, вот вы как родители, да, сохраняйте, пожалуйста, спокойствие. Помните, что ваша тревога всегда передается вашему ребенку. В процессе обследования не подсказывайте ребенку, не отвлекайте его замечаниями и репликами. Очень часто бывает, ну ты чего там, Сашенька, ты забыл, да? Не надо, потому что при необходимости вообще помощь ребенку всегда окажет специалист, который проводит обследование. Правильно направить ребенка, предоставить ему такую направляющую помощь, на которую ответ ребенка будет выведен таким образом, что он сам догадается, да, как отвечать. При ребенке никогда не произносите фразы там он стесняется, плохо читает, он не умеет, он не хочет, он не любит и так далее, поскольку вы ему даете сразу установку на вот это подобное поведение. Очень часто бывает, что родители в силу своей тревоги начинают говорить, вот вы знаете, он у нас там, читает по слогам. Ребенок вообще может отказаться. Да? Если мама в него или папа не верит, то о чем говорить сидят чужие совершенно люди. Внимательно выслушайте рекомендации специалистов по результатам обследования ребенка. Да? Если есть возможность или хотите, вы можете даже записывать ее, да, без информацию эту. Обязательно задавайте вопросы, что непонятно. Потому что даже по опыту, по собственному, я понимаю, что иногда даже мы сами, как специалисты, родителям говорим вот это АОПы, да, там, я не знаю, УВЗ, да, родители не всегда понимают, о чем вообще речь. Всегда переспросите, вам всегда ответят. Да. После обследования обязательно похвалите ребенка, даже если он отвечал не совсем так, как вы ожидали. Я вообще всегда говорю маме, так, выйдите, поцелуйте и скажите, что мы очень довольны, и вы тоже очень довольны, как он себя вел, как он отвечал и так далее. Обязательно. Обнять своего ребенка лишний раз никогда не поздно. Так, пользуясь случаем,
Вот как раз здесь телефон и адрес территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Сыктывкара. Эта комиссия школьная, она обследует детей от 6,5 лет и далее. А вот здесь у вас будет ссылочка на все абсолютно комиссии, которые у нас есть в Республике Коми. По всем городам, Сыктывкар, в том числе и дошкольная ПМПК, и центральная ПМПК, и все наши города, Инта, Ухта, Воркута и так далее. Спокойно заходите по этой ссылочке, и номера телефонов здесь указаны, и указаны фамилии, имя, отчество руководителей комиссий, то есть чтобы вы понимали, куда вам можно обращаться. Ну и Вопросы. да, мы, наверное, переходим к вопросам, которые поступили. Анна Валентиновна, естественно, спасибо вам большое, да, потому что вы раскрыли, в принципе, основную часть вопросов, которые поступают к нам. Ну, безусловно, да, как подготовить ребенка, какие документы нужны, то есть как бы тревожатся, переживают родители. И очень важные как бы ответы получились. Вот, я, наверное, попрошу вас создать памятки для родителей вот такого порядка, и мы их разместим уже на сайте консультационного центра. Да, хорошо. Вот, где любой родитель сможет как бы просто ознакомиться, да, что нужно, то есть памятка, да, как вести себя вот при приеме там, или, допустим, как подготовить ребенка, или какие документы, просто перечень каких-то вот особых принципиально важных рекомендаций не надо, потому что они есть у вас на сайте, в вашей комиссии. А здесь такие вот самые обобщенные, то есть, ну, чтобы родитель мог изначально как бы уже подготовиться. Хорошо. Ну, сейчас вот вопросы, которые к нам поступали в течение месяца, потому что как бы благополучно отдыхали. Вот, родители сейчас задают, вот, в течение месяца поступали вопросы, мы собирали. Ну, вот один из вопросов. Можно ли вскрывать закрытые конверты, в которых были переданы документы на ребенка? Ну, здесь, наверное, имеется в виду, что родителю дали в образовательной организации закрытый конверт, например, наверное, скорее всего, с характеристикой ребенка, да, из образовательной организации. И родитель должен прийти с этой характеристикой, так как она требуется, да, вы видели в перечне, в закрытом конверте передать комиссии. Я хочу сразу сказать, что если для прохождения ПМПК с вас потребовали, да, какие-то медицинские заключения или педагогические характеристики, значит, и они передаются в запечатанных конвертах, вы можете их смело абсолютно вскрывать. Потому что родители, как законные представители ребенка, имеют право на информацию о том, какие заключения сделаны в отношении ребенка. Да? Данное право гарантируется статьей Федерального закона об образовании 44. И поэтому словам мы не верим, мы верим тому, что сказано в законе. То есть все, ответ такой: вскрываем, смотрим, если вас это интересует. Так, ну вот по сроку действия заключения ПМПК Анна Валентиновна уже сказала, но поскольку этот вопрос все-таки он у нас поступал, и поступал неоднократно, да, ну, видимо, все-таки родители переживают, потому что все-таки уже как бы 1 сентября скоро, поэтому еще раз давайте уточним, что каков все-таки срок действия заключения ПМПК. Так, ну, значит, оно должно быть передано в образовательную организацию, как я говорила, в течение года со дня выдачи. Это значит, что по истечении года, да, если заключение не было предъявлено, оно будет уже недействительно и придется снова проходить ПМПК. Поэтому вот таким образом на год. Я вам говорила, что вы можете представить его даже за день до того, как закончится срок его действия. Так, хорошо. Далее, следующий вопрос. Зачем требуется заключение ПМПК семье в отношении их ребенка или органу опеки и попечительства в отношении ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей? Ну, это нужно для того, чтобы заключение ПМПК дало ответ на вопрос, чему и как и в каких условиях ребенок должен обучаться. Да, конкретное место воспитания и обучения выбирает, опять же, мы с вами говорили, семья или орган опеки, да, если это дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, соотнося услуги и условия их предоставления в различных организациях, да, с рекомендациями ПМПК, интересами ребенка. Рекомендации в заключении ПМПК относительно специальных условий получения образования и воспитания являются
Я вам говорила уже требованиями к организации, в которой должен воспитываться и обучаться ребенок, в соответствии с которым оценивается при выборе места воспитания и обучения ребенка. А вот опять же, мы не забываем, что выбор места и обучения ребенка – это выбор родителей, и их еще и обязанность даже, либо да? право устанавливающей организации. Да, либо право той организации, где ребенок находится сейчас. Вот. Но ПМПК просто оказывает помощь в выборе места воспитания, может оказать обучение, да? Может оказать. Так, следующий вопрос. Может ли ПМПК оставить на второй год Ребенка на дублирование, да, по обучению? Нет, ПМПК этого сделать не может, потому что есть приказ Министерства образования и науки России от 30 августа 2013 года, да, об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам, которые не ликвидировали, да, там прям прописано, в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению только родителей, либо законных представителей, могут оставаться на повторное обучение, либо могут переводиться на обучение по адаптированным общеобразовательным программам, но только в соответствии с комиссией. Вот для чего здесь комиссия нужна, да, психолого-медико-педагогическая, либо может перейти на обучение по индивидуальному учебному плану. Еще раз повторяю, повторное обучение по МПК рекомендовать не вправе. Она может посоветовать, сказать, что ребенку нужно нагнать, наверное, да, если... Ну, вот, допустим, мама пришла к вам и говорит, вот нас в школе оставляют на второй год, нам сказали, что мы не успеваем там по каким-то вопросам. То есть в такой ситуации ребенок проходит по МПК. Может пройти, может не проходить, как мама пожелает. Ну, это понятно, да, но вот мама пришла, она хочет, просит, да, почему ребенка оставляют на второй год, в чем проблема? Да. То есть здесь выясняется проблематика, и уже ПМПК просто рекомендует, что нужно вот либо так поступать, либо так, но оставить и вот четко написать, что оставить на второй год ПМПК не может. Да, конечно, устно специалисты могут посоветовать, знаете, вот просто, да, что да, лучше бы продублировать, и тогда все будет хорошо у ребенка, и все будет прекрасно. Да, но написать причину, да, нет. На основании того-то, что все-таки вот как бы ребеночек либо не созрел, либо вот не успевал, бывает, рано того, отдают. Что болел, там, или еще что-то. Бывает, отдают в 6 лет в школу, и, конечно, ребенку очень тяжело. Мы должны понимать, что физическое развитие, оно даже в этот период главнее, чем умственное. Очень много детей 6-летних читают, пишут, рисуют, но физически ребенок не готов к такой нагрузке, его организм, да, и физически тоже, и поэтому вот бывает, что ребенку сложно. Но, опять же, повторюсь, заключение ПМПК такого указываться не будет, потому что мы не имеем права. Дальше. Может ли ПМПК определить класс, в котором должен обучаться ребенок? То есть, класс обучения. Я так предполагаю, что, скорее всего, это вопрос задавали родители, у которых ребеночек либо УВЗ, либо ребенок инвалид. Да. Но раньше в заключениях прям было указано, что, например, там рекомендовано обучение даже в старых-то, помните, наверное, что в такой-то даже школе и, например, там 2 класс. Сегодня, согласно законам об образовании, у нас есть закон, по которому мы работаем, это наш главный закон, да, ПМПК определяет только специальные условия для получения образования обучающимся с ОВЗ. Вот, и поэтому вот действующим законодательством такая функция, как определение класса обучения за ПМПК, не закреплена. На сегодняшний момент ПМПК... опять же, да, Анна Валентиновна, то есть здесь получается, что такая рекомендательная функция. Обязательно указываем, да. Да, что все-таки стоит обратить внимание, что ребенку необходимо вот это. И родитель уже вправе сам выбирать. Либо он идет в специализированную школу, где ребенку действительно, может быть, будет и комфортно, и ребенок будет чувствовать себя гораздо увереннее, да, либо все-таки как бы определяют в ту школу, которая вот им нравится. Да. Ну вот и сейчас... Здесь как бы вопрос именно рекомендации. Да, конечно, говорим, так-то мы говорим. И просто сейчас вот вышло новое положение о консилиумах образовательных организаций, психолого-медико-педагогических, и сейчас у них там достаточно большой такой расширенный объем полномочий. И вот на сегодняшний момент консилиум школы, либо там, школа, потому что класс обучения, определяет класс обучения самостоятельно. То
То есть вы приходите, например, с заключением ПМПК, в котором прописана программа обучения ребенка, специальные условия, которые рекомендуются, сопровождение ребенка, но не указан класс. И консилиум может решить самостоятельно, опять же, посмотрев ребенка, там тоже есть специалисты, и они определяют класс самостоятельно. То есть образовательная организация класс может определить самостоятельно на сегодняшний момент по положению. Так, далее тоже, ну, примерно такого же характера вопрос. Может ли ПМПК рекомендовать обучение на дому? Да, вот, кстати, очень часто у нас вообще почему-то родители все к нам идут и говорят, нам надо на ПМПК для того, чтобы вы рекомендовали нам обучение на дому. Значит, опять же, наш закон, федеральный закон об образовании в Российской Федерации, четко говорит о том, что в компетенции ПМПК не входит рекомендации обучения ребенка на дому. Еще раз повторяю, для ПМПК в его компетенции, да, в его деятельность входит определение специальных условий для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. И вот как раз обучение на дому, вот эта функция закреплена за учреждениями системы здравоохранения. Пользуясь случаем, просто говорю, что если вас все устраивает, образовательная программа, вам не нужны специальные условия обучения, там не нужно сопровождение и так далее, то вам ПМПК ведь проходить и не обязательно. Вы просто идете к своему лечащему врачу и разговариваете с доктором о том, чтобы он вам выдал акт на индивидуальное обучение. Медики выдают этот акт, и ребенок учится на дому. То есть ПМПК это не входит в его компетенции, не его функции. Так, следующий вопрос. В состав ПМПК входит врач-психиатр. Значит ли это, что ребенка поставят на учет к психиатру, ну и в итоге залечат? Нет, конечно, на учет к психиатру после посещения ПМПК никто не поставит. Сразу хочу сказать, никогда не бойтесь вот визита к детскому психиатру. Вообще не пугайтесь такого слова, как психиатрия. Обязательно спрашивайте то, что вас беспокоит в вашем ребенке. Что-то вам, может быть, кажется неправильным. В общем, вообще старайтесь не закрывать глаза на какие-то особенности в поведении и развитии вашего ребенка. Чем раньше вы поговорите с врачом, тем больше вероятности того, что все будет хорошо, да, со здоровьем. Что все-таки это будет просто кажется, нежели это укажет на какую-то более серьезную причину. Но опять же таки, допустим, вот мы как специалисты, да, очень часто говорим о чем, что не бойтесь слова психиатр и слова психотерапевт и вообще психолог. Почему? Потому что это специалисты, которые помогают в первую очередь ребенку и родителю в том числе, да, чтобы ребенок в итоге пошел-то в общеобразовательную нормальную школу, чтобы нормально себя чувствовал комфортно в обществе. Да. То есть чем раньше мы находим какую-то проблематику, даже в том же поведенческом, да, порядке, тем легче потом ребенку самому. Естественно, безусловно, в соответствии легче и родителям. Конечно, конечно. Поэтому здесь, конечно, стоит обратиться к врачам и не бояться. Ну, еще раз, вот психиатр, да, врач-психиатр детский, который входит в состав ПМПК, никакого диагноза и никакого учета для вашего ребенка, ну, ни на учет, не поставит. Нет, не переживайте и не бойтесь. То есть, смотрите, консультирование к детскому психиатру не обязывает родителей ни к чему. Да. И это не дает как бы права специалисту сразу же ставить ребенка на учет, да, и затюкивать родителей, и какое-то клеймо вешать, как многие говорят, вот мы придем, нам тут клеймо сразу уже повесили. Но нет, конечно, просто врач, он смотрит со своей точки зрения, насколько хорошо ребенок развит именно вот в этом отношении, но не более того. И если есть какие-то действительно небольшие проблематики, да, он просто дает консультацию и рекомендации. Именно рекомендации для родителей, что делать и в каком направлении им дальше двигаться. А вы вправе эти рекомендации выполнить, либо нет. И дальше. Кто дает рекомендации по предоставлению услуг ассистента, помощника, тьютера и так далее? Ну вот, Анна Валентиновна, здесь я немножечко тоже с вами как бы включусь в эту беседу. Очень часто родители путают, кто такой ассистент, помощник и тьютер.
Это, сразу хочу сказать, что это абсолютно разные специальности, Да. абсолютно разные направления деятельности. И нужно понимать, что если ребенку требуется ассистент и помощник, то это, в принципе, достаточно простая специальность. То есть это человек, который сопровождает ребенка в организации, помогает спуститься, одеться, раздеться, там, разложить там инструментарий там, или учебники. Бытовом и так далее. направлении. То есть это только чисто вот такая помощь, ну, помощник, грубо Да, говоря. да. А тьютор – это педагогическая специальность и педагогическое направление. Так, ну а у меня вопрос был еще раз, а кто дает рекомендации, да? Значит, ну вот рекомендации по предоставлению услуг ассистента, помощника, либо тьютора, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, формулирует ПМПК, психолого-медико-педагогическая комиссия. А для ребенка, который имеет статус инвалида, ПМПК или Бюро медико-социальной экспертизы на основании рекомендаций комиссии. Вот это как раз еще вопрос всегда бывает, зачем детям с инвалидностью проходить комиссию. Вот для того, чтобы как раз комиссия смотрит, нуждается ли ребенок в сопровождении тьютора либо ассистента. Да. Значит, также теперь опять я вам говорила, что у нас у консилиумов образовательных организаций более расширенные возможности, обязанности и так далее. Вот консилиумом образовательной организации также может быть пересмотрено решение о предоставлении услуг по тьюторскому сопровождению или сопровождению ассистента-помощника по оказанию технической помощи в случае положительной или отрицательной динамики развития обучающегося. То есть если, например, ПМПК не прописала вашему ребенку ни ассистента, ни тьютора, а консилиум через какое-то время, ребенок все-таки там дольше, да, находится, не так, как в комиссии 40 час, либо 40 минут, либо 1 час, то консилиум может самостоятельно даже решить, что такому ребенку нужен тьютор, либо ассистент. Либо наоборот, комиссия прописала ассистента-тьютора, прошло время, ребенок адаптировался, совершенно спокойно справляется, тогда консилиум опять же решает о том, что ребенок уже не нуждается, например, в тьюторе либо в ассистенте. Так, ну, следующий вопрос, весьма такой распространенный. Может ли родитель требовать от образовательного учреждения создания условий в соответствии с рекомендациями ПМПК? Ну, опять же, у нас есть закон об образовании Российской Федерации, в котором четко прописано, что учреждение должно создать ребенку условия, предусмотренные рекомендациями либо индивидуальной программы реабилитации, да, и ПМПК, либо просто рекомендациями ПМПК, а субъект федерации обязан выделить на это средства. Да? То есть требовать, конечно, может быть не очень красиво, потому что вообще образовательные организации, они предоставляют все условия, которые прописаны в ПМПК. То есть у нас сейчас таких прям больших проблем нет. Но единственное, конечно, я хочу сразу сказать, что когда ребенку прописан, например, ну, я не знаю, как специальное образовательное условие доступа в образовательную организацию с помощью лифта, да, я сразу хочу сказать, что, к сожалению, к огромному, но такова наша жизнь. И пока экономическая ситуация, да, вот такая, так сложилась, что наши школы сейчас, это, я не знаю, есть ли школы с лифтами? Вообще пока Нет. вот строится новая. Ну и, да, да, то вот здесь тут, еще конечно, вопрос какого характера. Нужно не забывать о том, что у нас очень многие школы – это здания как бы старого образца, и не всегда в них есть возможность реконструкции, то есть нарушения вот, да, каких-то конструкций капитального строения, на которые дает разрешение, допустим, архитектура и строительство. Поэтому тут нужно понимать, что здесь директор или, допустим, Министерство образования или еще кто-то, они не могут, просто не могут по законодательным актам, да, взять, разрушить здание и построить лифт индивидуально. Здесь, конечно, тогда уже решается вопрос другого порядка, каким образом оборудовать, допустим, либо первый этаж, либо какие-то подъемники специализированные, но никак не лифт. Да, ну вот и образовательная организация, конечно, ищет вот эти вот варианты, какие удобны для ребенка.
естественно, все равно вот эти специальные условия образовательная организация должна создать. Другое дело, что это все идет с согласования родителей. Я просто призываю вас, как родителей, быть более терпимыми, да, более и более терпимыми, потому что понимающе прям слово относиться к таким требовать, вещам, да. да. Ну, я думаю, что сейчас у нас... Вот это не потому, что мы защищаем там Нет, какую-то нет. организацию, еще что-то, нет, просто, ну, таковы реалии нашего времени, когда мы просто, ну, не можем позволить в некоторых, да, в некоторых Ну, это вот ситуациях единственное, мне кажется, все решить остальное, такие вопросы. все остальное Потому что должно. все остальное, понятно, безусловно, когда касается вопрос архитектуры и строительства, здесь очень много вопросов и множество разрешений, возможно, можно, и не повредит ли это здание, чтобы оно не сложилось как карточный домик в итоге. Ну, в общем, ищем компромиссы, да, Да. совместно, родители, образовательная Так, ну организация, и только в этом. последний вопрос на сегодня. Имею ли я право отказаться от комиссии по МПК? Конечно, в положении о комиссии, есть у нас такое свое положение, оно 2013 года, четко прописано, что обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, до окончания ими образовательных организаций, да, реализующих основные или адаптированные общеобразовательные программы, осуществляется в комиссии по письменному заявлению родителей. Вот в самом начале, да, нашей беседы, нашей встречи мы с вами говорили о том, что если нет заявления, комиссия не имеет права обследовать. То есть это только заявление родителей, законных представителей, или по направлению образовательных организаций, но все равно же, опять же, с письменного согласия родителей. Без вашего согласия никто вашего ребенка не имеет права на ПМПК привести, начать обследовать и так далее. Поэтому нет, да, вы имеете право отказаться от ПМПК. Еще, Анна Валентиновна, вопрос такой. Вот очень многие как бы родители задают такой вопрос. Могу ли я вот просто самостоятельно привести ребенка, если я хочу удостовериться, что мой ребенок достаточно хорошо, просто спокойно, равномерно развивается, и дабы, если там какие-то проблемы, да, просто их решить, ну, уже самостоятельно. Вот я просто хочу привести ребенка на Вот ПМПК. это самый хороший вопрос, да, на сегодня, потому что это прекрасно, когда родитель сам хочет привести ребенка на комиссию, да, посмотреть на развитие своего ребенка не по направлению образовательной организации, не потому, что вас там туда, вот как мне говорят некоторые родители, нас заставляют к вам идти. Вот ведь только ваше желание. Если вы придете по своему желанию, мы, конечно же, обязательно вашего ребенка и посмотрим, и дадим вам рекомендации, и, может быть, что-то посоветуем, может быть, вместе с вами будем радоваться его успехам, потому что мы всегда рады, когда дети справляются со всем, что мы им там даем, какие-то задания, для нас это большое удовольствие и так далее. Поэтому, да, вы можете привести, ну, сначала надо, конечно, записаться, опять же, есть телефон, подготовить документы. Документов не так много, как вы там увидели, потому что вы, если посмотрите, все при наличии, если вы хотите, никаких препятствий мы не видим. Да, ну и напоследок как бы хочется сказать одну такую, не знаю, как фразу уникальная, или как сказать, что успешный родитель – это все-таки успешный ребенок, а точнее успешный ребенок, и тогда будет успешный родитель. Любите своих детей. Да. Главное – хвалите их как можно чаще. Всего доброго. Да? До свидания.